Добрый день. Уже 2 часа скоро. Скоро будет смеркать уже здесь, на улице. Лежу на кровати в своей спальне, перечитывал свою книгу, которая написана на нашем родном языке по-коми. Нашел пару рассказов хороших, и сейчас я вам расскажу. Правда, коми-юмор исчезает, когда на русский переводишь. Да, у меня еще акценты такие не русские, зырянские. Ну ладно. У меня сосед здесь был 29-го года рождения. Его уже нету живых. Вот он рассказал. Он после войны, говорит, с отцом бы часто летом, зимой парились в ванне. Попаримся, выходим, садимся на скамейку, сигареты, папиросы в зубы и разговариваем, беседуем. Однажды зимой я, вроде там не было камня, это такого, вдруг камень около бани, мешает даже дверь открыть. Я посмотрел на небо, откуда-то космический, что ли, элемент какой-то, посланный оттуда, сверху. Чего не понял. Взял, хотел отодвинуть, тяжело. Взял кувалду, тюкнул, и камни дробятся. Значит, это никуда я не отсюда, я раздавлю потом. И где вот парилка в бане, где вот веники парим, туда камни я теперь побросаю, и будет идеальный жар. Позвал соседа, чтобы никто не украл, я этот предбанник затащили с ним. Вот зимой, как всегда, мы пошли с отцом в баню, попарились сильно так, вышли, как всегда, покурить, предбанник. А отец, видимо, не знал, что там камень или какой-то, не понял ничего. В общем, он сел туда на камень, туда, тюкнулся еще. Сидит, опросы зашел, я тоже, я на скамейке, меня побеседовали. Я говорю, пошли, папа, батя, в баню снова. Я, говорит, быстро зашел в баню. А отец там кричит, да Василий, ой, имя, ну ладно, пускай. Это не я был. Я не 29-го, я 49-го года рождения. Ладно. Василий говорит, спаси меня. Я говорю, что случилось? Да здесь, оказывается, камень, холодный камень. Я сел туда, а яйца прилипли у меня туда. Не могу я вытащить. А мама говорит, моя мама говорит, сам мимо как раз был в этой бане и услышал, что у отца яйца прилипли это, куда-то. Там, говорит, со злости кричит, а после войны дело было. Бабы-то голодные все. Мало было мужиков. Говорит, меньше по бабам будешь шляться, пускай там прилипший останется. Сынок, там ты не спасается. Пускай сидит. Я нет, я послушал, яйца-то нужны мужику. Хоть и по бабам ходит. Вышел, говорит, с горячей водой. Полил туда воду. Яйца вытащили туда. Зашли потом в баню. Вот такой случай я рассказывал. Сосед. Правда, потом, когда он увидел это все в конце журнале, оса, жалел, что, я, говорю, не надо было написать просто такое. Я говорю, поздно все. Также поздно один случай был такой. Я человек болтливый. Я могу, если не предупредят, и поболтать с кем-то, и рассказать кому-то. Меня надо, если мне что-то рассказываешь, надо предупредить, чтобы я не рассказал это никому. Здесь у меня друг был, тоже уже нет его, Александр Трофимович. Я, как всегда, позвонил ему по телефону. Ну, что делаешь? Да, говорит, я валенки подшивал. И
ножик куда-то потерялся, весь все уже искал, но нигде нет ножа. Тата говорит, нож, а ножа нету нигде. Я за скамейку посмотрел, нету нигде. Я говорю, может, кто-то приходил? Да, приходили, говорю, здесь у Александра дети. Его зовут тетя Александра Покомбы. Голия Чукар Покомбы. Это... О, вот, да ладно, пускай. Я говорю, раз они пришли, значит, они у тебя взяли их, украли, что там искать. Там уже нечего искать, раз приходили кто-то. А они взяли хороший ножик, у тебя хороший, я знаю, охотничий такой. Ну так его, пускай ищет, я телефон положил в трубку. Но трубку положил туда. Но мешаешь же ты. Ну ладно, пускай. Это у меня Паша. Он как человек, который всегда около меня. Хозяйку не знает вообще. Так, ладно. Где-то в 12 часов дня, а он мне звонит по телефону. Я говорю, что случилось, Господи? Ты, говорит, я знаю, человек болтливый. Ножик нашелся. Оказывается, здесь, за этим, над скамейкой, там внизу и упала туда. Я говорю, болтливый, ты, говоришь, болтливый, может, расскажешь кому? Я говорю, уже поздно, все. Уже вся сила знает, что у Трофимовича те-то вот такие-то люди украли ножик. Он матюгнулся, говорит, знал ли, что ты болтливый? И так, такую оплошность сделал. Я говорю, в магазине народу было много, я сказал, у Трофимовича ножик украли. Такие-то, такие-то, такие люди. Но ты мешаешь же мне, Паша. Ну ладно, пускай. Это Павлу Михайловичу 13, даже больше уже лет. Кастрированный, как и я.